Спасибо за Куштау. Я считаю, это благодаря вам. Нет, там не только я работаю. Когда работает. Мы все хотим жить хорошо, жить свободно в стране. Но, к сожалению, фашизм нарастает. Я вас не в 33 году. Артур, помоги. В каком сейчас состоянии важно поддержать сегодня один, либо с кем-то, с соратниками? Да, мы приехали с земляками, я из Стерлитамака, живу в Танеевке под Стерлитамаком. Это буквально 2 километра до Куштау. Поэтому я вынужден был Куштау защищать, быть среди него. Походу в милицию увенчались вот тем, что изолировали. Там 2 месяца, и он сгорел. Защищаю могилу своего деда. У меня она значительно. Да? Прямую виду. Да, конечно. Надо интернет читать. Артур Баттершин. YouTube канал Артур Баттершин. Сообщите. Душа горит. Таких патриотов очень мало, к сожалению. И я надеюсь, что с одного удара, выбывшего временно из строя, я очень надеюсь, что Баймак проснется и 10 патриотов станут вместо него. Очень надеюсь, что Таналычку защитит. Так он кричал, так он дал голос.
слышали баймакцы. И сейчас вот я, к сожалению, констатирую, что нас встретили настороженно на всех постах. Хуже, чем на Куштау. Куштау тоже, конечно, нас пускали, проверяли, все. Ну, прорывали, в смысле. А здесь, вот сейчас вот народ, я смотрю, как кто-то поплавлёт, осторожность какая-то. Владимир, регистрируйте! Нас фашизм задали. Хороший вопрос. Очень тяжело ответить на это. Но сменить надо парадигму власти. От диктатуры силовых структур, а это фашизм. Любая диктатура силовиков в государстве – это чистый фашизм. Он уже проявляется и в Москве, и особенно в Санкт-Петербурге, что это 4 гвардейца, девчонку за ноги несут. Это что, задержание, что ли? Это чистый фашизм. Сама форма, вчера рубашечник. Форма его стоит 110 тысяч. Одна форма. А плюс еще электрошокер. Сразу это не фашизм. Чистейший. Не приведет нас ни к счастью, ни к процветанию. Какие-то безумные выходки нашего безумного лидера. Что это за такие маневры? 300, всего осталось 300 тысяч сухопутных войск в распоряжении главнокомандующего. Он 150 тысяч бросил на демонстрацию сил. Кому он решил услышать? 20 лет назад. И 14 год. Сейчас я напугаю наших украинцев. Украинцы сразу побежали просить байрактары. Наверное, начнем с того, что уже А что немножко такое не новая байрактар? наша Не видели, организация, мы что полгода творит уже на плаву. азербайджанская за 44 дня. Азербайджанцы раздолбали. Приехали все нормально, по трассе никаких, один раз останавливали, поясники, там документы старые проверили, все нормально. Конечно, мы сюда и приехали. Эта ситуация, наверное, основная, то есть тема исхода именно Азербайджанский все это вышло какие каналы, когда человека не информационное давление, а именно уже на их активность. Такого допускать ни в коем случае нельзя. Соответственно, нужно придать огласке этот инцидент, чтобы люди понимали тоже, если где-то такая мысль кому-то закрадывается, что просто так это никто не оставит. Люди это видят, люди, естественно, выступают против этого. Но у нас информационное поле, у них информационное поле. Соответственно, сюда приехали, говорить, обсудить ситуацию. Проблема в Баймакском районе, знаете, наверное, да, зеленый щит особо сюда не доезжал. Здесь местный активизм мощный, это именно Эльдар, честных активистов, которые здесь активно выступали против экологических правонарушений. Соответственно, за это мы предполагаем, что все-таки за это в интернете много информации, правда на него есть. Все-таки основная причина, скорее всего, это экологические нарушения. Поэтому приехали обсудить эту ситуацию. Сейчас народ собирается, скоро начало. Спасибо. Дмитрий, ситуацию в Заурале мы еще обсудим, потому что одна из тем сходов как раз проблемы с добычей, добывающей карьеры. Я вас еще коротко попрошу сказать, чем сейчас Зеленый щит занимается. Я так понял, все ваше внимание сейчас основное устремлено на проблемы с новой экономической зоной Алга, строительство новых потенциально опасных химических предприятий в Южном промузле. Не могу сказать, что это прямо основное направление. У нас всегда очень много направлений. У нас и карьеры в Урале, вот и Баймакский район, я говорил, мы сюда немного попадаем, чаще в Кучеринском районе. Там, знаете, да, у Разова, там повторно после схода граждан, где граждане единогласно проголосовали против карьеры, там сейчас начали копать с ними, трогать траншеи, глубину 6 метров, ширину 15 метров выдержали. То есть добыча идет после того, как жители уже однозначно не сказали. Вот, у Разова, ну, через
Азовский район, там очень много таких экологических точек, где очень большие нарушения природы происходят. Вот. Ну, экономический момент тоже один из приоритетов, да, здесь там люди, жители, там Арслан и Шипай, волнует эта проблема. И больше всего жители Наумовки, ну, села хотели 23-го там провести сход, но тоже не разрешили в этот повод. Сейчас администрация Наумовки связались, планируется круглый стол по экономической зоны Алга в ближайшее время. Дату мы сообщим дополнительно. Вот приезжает глава Росприроднадзора Светлана Родионова, как я понял, большой визит, в том числе и с вами встречается. Минуту внимания! Да, у нас, да, про это забыл напомнить, у нас это подготовка встретиться с Светланой Геннадьевной, основной приоритет. Мы готовимся. Она и в Учулы практически вышла на дело. Куда дальше? Заходите. Давайте вот за скамейки. Дали, конечно. Давайте начинаем. Пресса пониже, поближе. Не загораживаем сзади, вот есть. Расположитесь, так чтобы всем остальным видно было. Так, внимание! Вас приветствую на борьбу! Да, тут не только борьба, и товарищи, которые стояли куштавы, картотавы, и сейчас будем стоять здесь, также покажем силу. Да. И мы сейчас для проведения схода избирается собрание схода секретаря. Предлагаю председателем Асаева, секретарем Татьяна Белова. А где Татьяна? Заболела. Нет. Да. Куда присядь? Почеркің айлатма. Ел бұтайда. Қайда ветеран? Мынау, Уралағай. Ветераны қой. Голосование. Кто? Голосуем! Давай! Голосуем! Кто за? Поднимаем руки! Не отпускайте! Снимаю! Потому что потом показывают! Председателя секретаря! И одно против. Нет. Асалбаев Адамат. Инструктируйте. Это обязательно надо. Давай, громче. Здравствуйте! У нас мирный сход граждан. Поэтому у кого имеется холодное, горячее, огнестрельное, какое-либо оружие, а также у кого имеется
желание кому-нибудь причинить вред или самому себе, прошу покинуть. У нас, повторю, мирный сход запрещены. Если вы хотите совершить что-либо, покиньте данный сход граждан. У нас мирное мероприятие. Также запрещена экстремистская самое. Прошу полицейских, которые здесь имеются, в случае выявления какого-либо оружия или правонарушения, принять меры к удалению данного человека или группу лиц, провокаторов с данного мирного схода. Так, все. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Хаумагас. Сегодня, знаете, по какому поводу у нас произошло чрезвычайное нападение на общественного защитника Юмагулова Ильдара. Не единственная повестка нашего дня. Сегодня мы хотим также обсудить обстановку в нашем Баймакском районе. Сейчас идет месяц Рамазан. И поэтому вот это наше мероприятие, общественный сход, я предлагаю начать молитвы Аль-Фатиха. Наше это ИСГЭШ, это благородно выступать в защиту природы. И поэтому благое дело мы должны начинать с хорошей молитвы. Так, читает у нас Буранбай Аскаров, Кабельский район. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatli tuanlar, burun-burundan yayinlarni Ta'alaning izgi tomonidan yozilgan izgi suralari bilan boshlagan. Yayinga Alloh subhanahu va taolo rizolig'iga erishaylik deb Fatiha berayliklar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Malikiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka صراط المستقيم صراط الذين قدرتың менен бүйүклүгүң менен ошо ийинди хайырлардан субхана таала өзүңдүн ошо изги Рамазан айында биздин жүрөктөрүбүздөн сыккан изги тилектерибизди, мурат максаттарыбызды Аллах субхана таала турмушка ашырганга насип эт. Раббым Аллам бизди түрлү ямандыктардан, түрлү мәкерлерден сакла. Астыртын кишилердин астыртындыгынан, көсүтчүлөрдүн көсүтүнөн сакла. Hem de ошо ийинди hayırlardan kalıp bizim kılgan dualarımız Allah subhanahu teala uzuna erişin hem de kilesek de ошо. Спасибо. Сегодня также у православных большой праздник, это вербное воскресенье. Поэтому наших гостей православных с вашим большим праздником. Кто-то, может, хочет сказать, прочитать ваш Отче наш? Есть желающие? Нет желающих. Но это плохо. Надо читать Отче наш. Хорошо. Так, сейчас слово представляется Асылбаеву Азамату, член КПРФ, общественник, Абзелиловский район. Мы забыли один пункт нашей. Устанавливается регламент. Где-то 3-4 минут, потому что у нас где-то 20 человек записалось на выступление. Поэтому люди приехали, хочется все-таки дать им слово, поэтому говорить по существу. А сейчас слово представляется Асылбаеву Азамату, член КПРФ, общественник, Абзелиловский район. Уважаемые товарищи, Эльдару Юмагулову было совершено покушение на жизнь. Это очень страшный такой звоночек, это для каждого это очень страшно нашей страны. Это сердце за душу. Что хочу сказать, обращаюсь с требованием к Следственному комитету, ФСБ, МВД, прошу открытого следствия по данному делу. Преступники должны быть наказаны. По первой части. По второй части уже хватит работать ситуативно, рефлективно. Бегать нам от горы к
речки к речке. Нам необходимо сейчас начинать борьбу в политическо-правовой форме. Нам все наши экологические, социальные беды исходят из того, какие законы у нас принимают наши депутаты. Можно наши депутаты читать наши, как в кавычках. Все исходит от них. Вот скажите, у нас есть наши депутаты в сельских советах, в Курултае, в Госдуме, в местных горсоветах? Их нету. За нас слова никто не говорит. За нас никто не будет стоять. И соответствующие законы принимаются не в нашу пользу. Поэтому я предлагаю, необходимо заняться политической борьбой за наши народные права, за коммунистический строй. Также вступать в партию, становиться членами избирательной комиссии с правом решающего голоса совещателя. И сможем жить хорошо. Народ будет править через своих депутатов. Мы с вами не будем собираться вот на таких мероприятиях. И мы сможем отстаивать свои права. А наших людей в депутатских советах нету. Так что идем и работаем в политическо-правовой форме. Молодец. Когда мы начинали наши сходы, это возле озера Талкас, я тоже наивная говорила, не надо нам политику, не надо нам политику, мы работаем только на экологию. И когда приехала Рамиля Саитова, я не давал ей слова. Говорю, нет, нам не нужна политика, мы только экологией занимаемся. Но жизнь показывает, что, оказывается, экология связана напрямую с политикой. Сейчас слово представляется нашему аксакалу Сагиту Фатлановичу Исмагилову. Это общественный деятель города Уфа, председатель республиканской общественной организации «Патриоты Башкортостана». Здравствуйте, товарищи, на этот сход. Во-первых, я хочу сказать, это получилось не сход, а республиканский флешмоб форум. Почему так получилось? Потому что глупые администрации, чиновники района пытались всячески запретить народный сход, который не имеет права отказать в проведении, и помогла им еще в этом республиканская полиция, выставляя какие-то предоставления, предостережения какие-то, тоже совершая антизаконные действия. Все это получило резонанс в интернете, и мы собрались за все республики, чтобы осудить и это действие по запрещению народного схода. Это во-первых. Причина, почему мы собрались, вы знаете. Это жестокое, зверское избиение нашего товарища, активиста Ильдара Юмагулова. Не специалист, но не понимаю, почему это всегда объявляет хват и так далее, а в этот раз она не была. Баймак — это не глухая деревня, везде видео. Я как организация будем требовать, чтобы это преступление было. Преступники найдены и наказаны, преступники, которые избивали, а также это организаторы этого чудовищного преступления. Второе. Мы собрались также здесь обсудить экологическую обстановку в Баймаке. Экологическая обстановка в Баймаке получилась из-за того, что разработка до сих пор вели без согласия местных жителей. Квалифицированного, так называют, практически всеобщего согласия местных жителей не производилось. Полностью, чтобы были запрещены экологически грязные технологии, открытые способы добычи. Прям по Баймаку уже страшно пройти, все горы раскурочены, везде лежит пустая порода, хвосты, загрязнена вся природа, все реки. И с второй стороны, местное население принимается, если на работу, принимается в качестве чернорабочих только и на очень низкую зарплату. Зарплата должна быть у местных работников, если вы разрешаете добычу, на уровне хотя бы европейским. Вот. Как получается там, и здесь также должны быть. И местные жители должны руководить в качестве членов Совета директоров любых предприятий, независимо от форм собственности, которые работают на территории Республики Башкортостан. Я имею в виду не только Баймак, это и Учалы, и Хайбулла, и так далее, во всех районах. И третье, это чтобы
организации, вот эти добывающие, которые получают, чтобы социальную сферу учили полностью. Здравоохранение должно быть на уровне Европы. Это должны обеспечить те, которые вывозят оттуда на триллионы. Я еще раз повторяю. Поэтому вот кратко только я вот это сказал. Полностью я готов сотрудничать с баймакскими активистами. Организация в качестве в составе президиума приехала. Мы с вами. Спасибо. Слово представляется общественному деятелю Насипу Гатмарову. Здравствуйте. Мы здесь собрались по очень печальному делу. Совершено нападение жестокое на нашего соратника, общественника Юмагулова. Узнав о событии, мы сразу общественники Хайбулинского, Авдеевского районов и Баймака попытались удержать народ, потому что по всем интернет-каналам шли призывы быстрее собраться. Знаешь, что мы уже не при социализме живем. Есть олигархи, которые диктуют свою волю, а эти шинуши у нас только исполнители их воли. Мы не допустим разработки без согласования с народом каких-либо карьеров, золотоносных площадей наших гор. Спасибо за внимание. Правильно, молодец. Дальше. Слово представляется члену бюро Рискома КПРФ, помощнику депутата Государственной Думы Ющенко Мирату Ахметовичу Хикметову, Абзелиловский район. Уважаемые товарищи, сегодня, как уже было сказано, мы собрались по очень трагическому случаю избиению нашего активиста Юмагулова Ильдара. Я уполномочен сегодня выступить от имени Бюро Республиканского комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Вчера только закончился очередной 18-й съезд КПРФ, который подвел итоги деятельности за 30 лет, отметил, какие успехи имеются в политической борьбе нашего народа по отстаиванию интересов трудового народа. Особо было подчеркнуто, что и впредь, как и раньше, коммунистическая партия будет защищать своих активистов от политических, от физических нападок. Вы знаете, что не только рядовые, но даже губернаторы за отчетный период Левченко, Иркутская область, был отстранен от должности. Его сын посажен в тюрьму, хотя никаких преступлений не совершал. Мы в прошлом году ездили по защите захвата территории совхоза Ленинский, которым руководит Грудинин Павел Николаевич. И мы всегда защищаем интересы наших рядовых людей. 22 апреля на очередном заседании Курултай выступал с отчетом прокурора наказать тех лиц, которые незаконно преследовали активистов Куштау, и в том числе вот по случаю зверского такого нападения на нашего активиста. Ведерников обещал, что этот вопрос будет взят на личный контроль. Со стороны Рискома я вам обещаю, что будет еще принято дополнительное письменное обращение к органам правоохранительным, и мы будем следить, чтобы не допустить того, чтобы этот вопрос спустить. Что касается экологической обстановки, Баймакский, Абзелиловский район, мы здесь очень-очень тесно сотрудничаем. Ведь вы вспомните, в прошлом году
была попытка начать разработку медного колчедана, который приведет к потере уникального уголка нашей республики и Российской Федерации. Это территория Яктыкуля, где имеется десятки памятников древних, где имеется уникальная природа, имеется санаторий и так далее. Разработка приведет к уничтожению. Поэтому я призываю всех активно всегда участвовать в отстаивании наших интересов, в развитии нашего края и защите интересов наших товарищей. Спасибо за внимание. Вековые эти деревья. Асапай, Асапай. Все. Так, сейчас слово представляется. Это нашли? Кто это сделал? Асапай, не время. Будьте тише, пожалуйста. Сейчас слово представляется общественнику, защитнику Куштау Ильсур Ивназаров, село Тимясово. Здравствуйте, уважаемые собравшиеся. Говорю уважаемые, потому что тут собрались истинные патриоты нашей Родины. Не побоялись ни полицейских кордонов, ни устрашений, писали в интернете всякие гадости. Мы тут собрались на мирный сход. Никто не собирается ничего крушить, ломать не надо тут. И бояться этого не надо. Ильдар мой друг, мы с ним буквально за 2-3 часа до этого, как ему сломали ноги, мы с ним работали по предполагаемому открытию карьера вот в селе Мамбетово. Как раз мы готовили видеоматериал. Если этот прецедент, мы на это закроем глаза, в следующий раз баймаки уже могут даже убить человека. Я сам думаю, что деятельность Ильдара Юмагулова мешала людям, но не настолько, чтобы его вот так прилюдно средь бела дня калечить. Тут дело обстоит, по-моему, еще дальше надо смотреть. Начинается сезон. В прошлом году наши руководители пробовали начать разработку Тартатау, что в Абдилиевском районе. Один только карьер золотодобывающий для их владельцев ничего не значит. Это копейки. Перед нами стоит более масштабный, более изощренный враг. Ильдар — это спусковой механизм. Те, кто заказывал вот это преступление, они знали, потому что были уже случаи, когда зауральцы, джигиты буквально за 3-4 часа собирались несколько тысяч человек. Мы это знаем. И я думаю, заказчики вот этого преступления страшного имели в виду, что мы спонтанно соберемся буквально на второй день и начнем выставлять какие-то условия для полиции. И, естественно, в спонтанном сборе могли возникнуть Бесянова. Разработки горы Куштау сейчас находятся самые активные в заключении, а те, кто бил простых защитников по обстановке в нашем Заурале, я не скажу только за Баймак, у нас аграрные нормальные люди, женщины, мужчины, кто-то даже приехал со своими детьми. Почему не разрешили выйти на площадь? Не все могут приехать сюда за город. Ведь были желающие тоже поучаствовать, нам разрешить выступить на площади. Спасибо, что приехали. Единственная сила, девиз. Вот это. Так, слово предоставляется Фарид Агай Рахматуллину, общественный деятель города Ишимбай. Здравствуйте всем. Ну, вопросы у нас касаются всей республики, не только в отдельности Баймака. Ну, конечно, это подлое преступление в отношении Ильдара, нашего брата, товарища.
это ни в какие рамки не входит. Это был жест устрашения властей, запугать просто активистов. Это должны все понимать. Прежде чем сделать такой подлый поступок, вот наши 4 ребят, они засадили, над Маратом вообще издеваются и избивают. Рамилю, там нашу единственную женщину, тоже относится очень нехорошо. Но наша республика сейчас подверглась к тому, что ее просто грабят. Ладно, акции БСК вернулись в республику. Это, наверное, единственное, то, что осталось предприятие, которое будет принадлежать именно республике. У нас ничего в Башкирии нет своего. У нас все скупили москвичи. Москвичи, ну за ними там стоят и другие, и третьи, и пятые, десятые. Сырьевая база. Вот что такое Башкортостан. А такой красивой земли, как Башкирия, ее тяжело на земном шаре найти. Но есть еще Альпы. Но Башкортостан — это земля цветов, это чистого воздуха. А у нас пытаются травить. Вот сейчас в Ишимбае собираются строить комплекс «Алга». Обозначить там каких-то инвесторов, у которых только печать, ручка и стол. Больше ничего нету. Обещают влить туда несколько миллиардов. Но это ложь чистейшая. Мы погружены в тот район наш, весь в химических заводах. Нам там дышать нечем. Здесь в Баймаке карьеры за карьером. Вот просто стоишь, смотришь. Ну какая это красота. И это все могут уничтожить. Жадность до денег у этих властей. Больше их ничего не интересует. Вы задумали процветающий Башкортостан, а не банкрот на сегодняшний день, которым является наша республика. Если в этом году нас посадят после выборов на дотации федералов, жизнь ухудшится в 3 раза. Сразу. Федералы не будут нас обеспечивать. Они так нам кость с барского стола бросят голую. Жуйте, грызите. Ни денег не будет, ничего. Безработица и так процветает. Кто у нас жирует? Посмотрите, вот интернет переполнен. Я вчера вот выступал, говорил, что действительно, ну возьмите любого начальника милиции, полиции, там, Следственного комитета. Если под кроватью у него 1,5 миллиарда денег лежит, это до какого хамства начали находить? Подполковники, полковники. А сколько у генералов денег-то? О народе никто не думает, это правительство. У них семьи там за границей, у них счета за границей, и семьи там. Они налоги платят за границей. А Россия полностью, включая наш Башкортостан, это сырьевая база, это выкачка денег. У нас безработица грубешная, действительно. Народ деваться. Если воровал булочку, ему 5 лет срока дадут. Этот скотина какой-нибудь своровал 1,5 миллиарда, 1,5 миллиарда, ему ничего, под домашним арестом посидит, на другую должность переведут. Разве это справедливо? Нет. Поэтому народу нам надо объединяться. Спасибо, что вот объявили сход, что мы приехали, да, сюда. Надо вот как вот на Куштаву 15 августа клич бросили, вновь собралось 10 тысяч человек. Вот так по республике надо и действовать. Где беда? Клич, пускай вся республика собирается, пускай нас боятся. Мы народ, мы власть. Это будет самая настоящая власть. Они исполнители. Они на наши деньги, нас уже всех выпотрошили. Уже нечем платить, но они все новое и новое вводят. Условия. Вот поэтому даже Конституция, говорю, хорошая она или плохая. Мы хозяева. Недавно обращение к Федеральному собранию делал наш Вовочка Путин. Он сказал, что источником власти является народ. Так давайте стоять на том, что мы власть, и мы будем требовать то, что положено для народа. И мы хозяева на этой земле. Без нашего разрешения ничего не должно делаться. Спасибо. Слово предоставляется Рифу Каракужину, член КПРФ, общественный деятель, депутат местного совета Хасбулатовского сельского поселения, Абдилинский район. Здравствуйте, друзья!
мой друг, мы сегодня собрались в поддержку Ильдара Юмагулова. Поэтому я хочу про него пару слов сказать. Вот, говорят, что герои не рождаются, и они с неба не падают. Героями делает наше общество, обстановка в стране или война. Вот, Ильдар в данный момент герой наш. У него ниже колен до пяток все потрескано, все переломали на куски, вдоль и поперек. Если кто-нибудь хоть чуть палец сломал, чувствует боль, вот почувствуйте, что у него там все передроблено. Вот, сломали, но не сломали его дух. Когда я ему звоню каждый день, вот, день по 2, по 3 раза звоню, он все время, открывая, улыбается. Я все время по видеозвонку. Все время улыбается. Он не сломлен нисколько, потому что он верит в вас. Он знает, что вы вместе с ним. И еще дальше. Вот, насчет расследования. Я уже снимал насчет этого. Для чего у нас камеры, видеонаблюдение? Только для собирания штрафов? Или что? Для чего эта видеокамера? Когда мы не можем поймать через видеокамеры преступников по горячим следам. Насчет здоровья. Ему каждый день становится плохо. Позавчера он мне сказал, я, говорит, себя чувствую хуже, чем в первый день. Надо его перевозить в Уфу, чистить, делать операцию. До этого дня ничего не делал, только вытяжка и все. Сейчас повесили гирю, больше ничего не делается. Спасибо. Ну вот здесь не прозвучало, конечно. Ноги это одно. У него же эти тетушки с битами целенаправленно отбивали все внутренности. У него все внутри отбито. Поэтому правильно говорит Риф Карагужин. Нужно требовать, чтобы его перевели в Уфу. У нас здесь ведь нет ни лекарств, ни возможностей. Здравоохранение наше разрушили. Конец. Даже гипс, ребята, ночью ездили лекарства покупать в Сибай, в круглосуточную аптеку. Власти целенаправленно разрушили наше здравоохранение. Кто не ходит в больницу, еще не понимает. Вот молодые не понимают, что такое. Вот мы, пенсионеры, видим, идешь в больницу, все покупаешь. А в этом случае человек поступил экстренный. Ничего нет. Даже гипса нет. Это до какой степени нужно уничтожить наше здравоохранение, чтобы элементарного гипса там не было. Поэтому правильное требование. Он не перенесет, конечно, транспортировку автомобилем. Нужно вызывать, наверное, транспортную санавиацию. Это надо будет внести в этот протокол. Теперь в продолжении темы я вот о чем хочу сказать. Наша система сейчас, мы далеко живем от центра, провинция, но тем не менее здесь такая же сильная у нас государство. Он использует силовые структуры, чтобы давить любое недовольство населения. Они Ильдара выдавливали давно. Они выдавили его из леса, выдавили его из союза лесопромышленников, который он создал, потому что он мешал бездеть лес. И его в этом же обвиняют сейчас СМИ. Выдавили они его штрафами. Ушел он из леса. Оставили без кормильца. Жена работает предпринимателем. Выдавливает из магазина, который она арендует. У них 6 детей. Почему переходят на семьи? Ладно, они борются с нами. Но семьи-то при чем? Подлость это называется, подлость. Теперь, когда Ильдар не сдается, они решили его физически убрать. У них цель была не убить его сразу, а убить его постепенно. Теперь у нас очень сильное давление такое, административный ресурс. Например, вчера был сход Союз общественных инициатив. Они собрали сход на Графском. Молодцы, ничего не скажешь. Начали, приняли
где они? Вот вопрос, а где они сегодня? Ведь мы поднимаем поле. Можно? Не надо уходить. Дедушки, уходите. Так, все, продолжаем. Продолжаем. Все, тихо. Вопрос был не к этому союзу. Вопрос был к администрации Аминеву. Вопрос был к представителю Патранова. Почему они сегодня не пришли? Почему они не пришли сегодня? Они невыгодно, потому что. Они знали, что со всей республики сюда приедут. Почему бы никто не выступит здесь? Союзу, мы вам не дадим слова. Вы вчера провели суд, вы вчера там все сказали. Все. Дальше я говорю следующее. Это машина государственная. Вот сейчас мы боремся за то, чтобы возместили падеж скота. Там 3 года идет падеж скота под отвалами Семеновского рудника. Тихо давайте. И они обратились. Семеновский рудник отказывается возмещать ущерб. Мы доказываем, что это химическое отравление. Понимаете, и вот на этого человека, который живет с котом, там нет работы, у него 6 детей, или 4 детей. Через стенку живет человек, у него 7 детей, там тоже потек. Теперь, да. Отойдите, пожалуйста. Товарищи полиция, убери, пожалуйста. А где полиция? Уберите, пожалуйста, этих провокаторов. Давайте спокойно. Да. И теперь вот этого человека, у которого за прошлый год только 4 головы КРС пало, 4 кота пало, у него дети учатся, никакой работы нет, он живет скотиной. Теперь Семеновский рудник крестьянина, его фермером даже не назовешь. Вот подали в суд за то, что за клевету. Вы понимаете, целые миллиардные имеет, значит, обороты, борются против крестьянина, который просит восстановить падеж скота. Я к чему говорю? К тому, что поодиночке всех давят, поодиночке. Нам нужно... Мы не можем вот так бороться с теми, с другими, с третьими. Мы не можем бегать по этим горам и защищать с горки на горку. Обратиться к президенту Владимировичу с требованием национализировать горнодобывающую промышленность. Раньше у нас был хороший рудник Тобин, он работал на государство. По Конституции Российской Федерации принадлежит народу. И ее недра тоже принадлежат народу. Должны приносить доход нашему народу. Вместо этого все распродается и вывозится за рубеж. Власть принадлежит народу, земля принадлежит народу. Поэтому требую национализировать промышленность. Правильно. Все. Сейчас слово предоставляется. У нас приехали казаки. Они уже не первый раз с нами на наших фотах. Слово представляется Равилю Адисовичу Нуртдинову, Ордынское казачество. Мир вам, доброго здравия. Прошлый наш визит был осенью по приглашению. Был по праздничному событию, к сожалению, так не случилось. Сначала немножко терминологию хочу вам донести. Есть человеки, здесь все собравшиеся к ним относятся, к человекам. Благодарю вас за вашу активность. Есть люди, есть люд. Ну, те, кто живут обычной жизнью, обыватели, может быть, менее активные. И конкретно это те, которые сделали заказ на Ильдара. И есть нежить. Нежить от слова не жить им. Я
благодарю всех, кто из прессы. Я думаю, благодаря вам эти услышат мои слова. Объявлено вознаграждение. Найдутся они, не найдутся, вопрос пятый. У них есть возможность перед Всевышним. Мы все когда-то там предстанем перед ним. Исправить свою судьбу. Может быть, их ввели в заблуждение. Я вот думаю, откуда такая жестокость? С 90-ми многие сравнивают. Да не 90-е так не было. Не было так. Было все, порядок был. Люди управляли всем. А это показная жестокость. За деньги тоже так не сделали. Одним словом, те, кто это сделал, я к вам обращаюсь. Придите ко Всевышнему с молитвой и придите в семью к Ильдару. Помогите детям. Надолго он там в больнице. И как у него со здоровьем будет, еще непонятно. Я с ним общался. Правая нога у него восстановит, не восстановит. Сложно говорить об этом. Будем надеяться на Всевышнего. Что еще хотел сказать? Ильдар. Да, во всем есть благо. Во всем есть благо. Благодаря действительно человек, достойный этого звания, который за общество, за народ бился и потерял здоровье, стал жертвой. И по поводу его большого сердца и широкой души. На минуточку, пожалуйста. На 2 минуты, пожалуйста, остановимся. У кого еще раз есть холодное оружие? Или уходите, или сдавайте оружие свое холодное. Полиция, всех проверьте, пожалуйста. По поводу его задал вопрос, я говорю, как ты, как жив-здоров? Он говорит, да все нормально, поломали немножко. То есть он не испытывает ненависти к этим людям. Всем вам обращаюсь. Тут сказали, что центр где-то там, центр здесь. Здесь, где вы живете, здесь центр. Я с удовольствием, мы с удовольствием сюда приезжаем, потому что здесь свобода, здесь дух другой. Здесь чувствуется энергия. Именно поэтому сюда лезут вот эти вот нелюди, чтобы разграбить, расхитить, набить свою кишку поплотнее. Поэтому я к вам обращаюсь. Молодежь, бросайте вахты, возвращайтесь сюда, обрабатывайте землю. Поддерживаю предложение Ильсура по поводу строительства, производства. Здесь нужно что-то делать. Национализировать горнодобывающую промышленность. Все это нужно делать, и нужно делать это вам, братья и сестры. Благодарю. С вами. Так, вставляется Николаеву Михаилу Ивановичу, подполковнику в отставке, телекомат Куштау. Здравия желаю, господа товарищи, земляки, хозяева земли башкирской. Ильдар у меня, я с первых дней, как он начал выступать, у меня такое чувство, это Данко. Да, настоящий, как будто сердце вырвал и за народ. У него тоже голос срывался. Ну, мы понимаем почему. Потому что он настоящий, истинный патриот. У нас тоже на Куштау есть такие. Ну и вы тоже, все патриоты. Огромная вам благодарность от всех за то, что пришли, собрались. Сейчас народ многие боятся
драться, собираться. Чего бояться-то? Мы на своей земле живем. Власть, правда, все делает, чтобы нас уничтожить, затоптать, лишить права голоса, обескровить, обезденежить. Да вот, кстати, обезденежить. Даже здесь УГМК уже опозорилась, загадила все. Вы имеете полное право запретить производство этой фирме, так называемой, хозяин которой в Париже сидит, Махмудов. Имеете полное право поручить все эти золотодобычи. У вас своя фирма есть. Недра, по-моему. Недра. У вас баймаки же она. Дайте своим заработать. В конце концов, и налоги же будет вам платить. А Махмудов, наверное, в Париже свои налоги пропивает. Я смотрю, он пожар на свалке. В общем, обидно, конечно. Ильдар всегда говорил, когда выступал в Аскарова, выступал в Аскарова, обижен был, что баймакцы, просыпайтесь, почему никого нет? Мало. Сегодня я рад. Я смотрю, я за него радуюсь. И он, наверное, будет вас видеть, обрадуется, что вас много собралось. А по этой обстановке, по избиению, мы все видели, что творится в Уфе, какие задержания жесткие идут. Это же не задержание, это фашизм. Первый раз, когда начали мирную демонстрацию Эрнст Тельман, который возглавлял в 1933 году прошлого века, тогда только начались избиения мирных демонстраций. У нас еще, у каждого стоимость его этого космического оборудования, обмундирования 110 тысяч рублей. 110 тысяч рублей, это гаденыш, маленький такой. При дамах не хочется говорить кто-то. Берут девчонку за руки, это что, роняют, бьют, топчут. В этом Санкт-Петербурге там, наверное, много завезли электрошокеров. Но это же фашизм. Мы чего ждем, когда к нам придут ко всем? Мир, конечно, вашим всем домам. Но я думаю, что если мы будем смотреть спокойно, а я знаю, что вот по моим подсчетам 68% населения России вообще всем все пофиг. Ну, Навальный умирает, ну и пусть умирает. Читаешь, ужас, ужас, приходишь. Я не понимаю, что творится. Если народ не возьмется за ум, власть чего боится? Власть боится огласности. Вот, слава Богу, у нас с этим вопросом все прекрасно. Артур Асафьев здесь, вот он. Все будет прекрасно. Огласка у нас будет. Второе, что он боится, это силы. Силу только боится. Этот безумный преступник, который там засел во власти. Он боится силы. Побежал, погнал. Половина своей армии, у нас всего 330 тысяч сухопутных войск. Народу. 330 солдат. Половину, 150 тысяч. Погнал на украинцев. Что, пугать? Он что там? Вообще кукуха поехала? Украинцев напугать? Зеленский, он хоть и еврей, но он умный. Побежал к Эрдогану. Эрдоган, помоги. Вопросов нет. Дальше побежал к американцам в посольство. Помогите Джевелина. Сколько Джевелин даст? Понял. Так что свободу народу Башкортостана, свободу всем политзаключенным. Перечисляю, всех не перечислю. Айдару Дильмухаметову, незаконно отбывающему срок 9 лет. Рамиле Саитовой, кармаскалинцам. Свободу всем нам. Будем держаться друг за друга. Не погибнем, не вымрем. А мы уже вымираем. Нация у нас в России уменьшается. Уменьшается каждый месяц на 250. Спасибо вам. Молодец, Михаил! Спасибо. Слово предоставляется Дмитрию Петрову, общественный деятель, председатель общественной организации «Зеленый щит» Башкортостана. Здравствуйте все. Дмитрий Петров, «Зеленый щит» Башкортостана, также руководитель Стерлитамакского отделения Всероссийского общества охраны природы. Да, по приглашению местных, ну и по зову сердца. Потому что ситуация такая, которая произошла, она в официальных средствах массовой информации мы не увидели огласки этой ситуации. Соответственно, этот случай замалчивается.
рукой замалчивать нельзя. Они рассчитывали, видимо, что везде после этого случая должны будут намотать на ус, как бы, да, что-то присесть, потише. Мы всегда действуем в правовом поле, мы всегда действуем, соблюдая законодательство. Мы получили удостоверение общественных инспекторов. Мы пошли во Всероссийское общество охраны природы. Мы действуем исключительно в рамках законодательства. И исключительно там, где люди страдают от нарушений природоохранного законодательства. В Баймакском районе мы еще не были, здесь ребята сами занимаются, как мы с ними всегда на связи, всегда общаемся, дружим, в чем-то согласны, в чем-то расходятся мнения. Но в плане охраны природы мы друг друга поддержим. Они были на Куштау, мы, если нужно, приедем сюда, если они нас позовут. Только в области природоохранного законодательства. У нас своя стезя, мы ее выбрали, мы в ней идем. Что хотел сказать, вот проблемы отсутствия рекультивации, проблемы захвата сельскохозяйственных земель, они присутствуют и в Баймакском районе, и в Учелинском районе, и в большинстве остальных районов Башкортостана. Мы сталкиваемся с этим. Мы как бы сейчас находимся на такой грани, как бы, ну, это же экономика, это там работают люди. Но мы видим, как ведется добыча, везде остаются отвалы. Если раньше могли дети и внуки приехать в деревню к жителям на лето, то сейчас им приезжать просто некуда, потому что все загрязнено. Соответственно, когда хотят новое что-то открывать, говорят, да вы это-то уберите. Да там что-то, там, да, потом вот как бы предписание есть, но никто не дергает. Большие надежды мы возлагаем. Сейчас приезжает в Башкортостан Светлана Геннадьевна Родионова, глава Росприроднадзора. Приедет Стерлитамак и Учелы. Будем разговаривать, будем доносить до нее наши проблемы. Узнавать, поспособствовать, если нужно, собрать средства. Если что, мы готовы помогать. Спасибо. Так, Григорий Горовой, общественный деятель город Ишимбай. Дядя Гриша! Здравствуйте! Со всеми я с вами поздоровался за руку, со всеми обнялся. И в то же время низкий поклон, что вы пришли. Когда-то я начинал поднимать панику насчет экосити. Я тогда уже видел безобразие, но народ не встал у нас в Ишимбае. Теперь я вижу, что люди начинают понимать, видят, как горит экосити вот здесь, на горе. Чуть лес не сожгла. Это те, которые говорят, что флагман мусоропереработки. Это у нас в Ишимбае, а не флагман. И то ничего не перерабатывают. А на задворках горит Баймак. Мне рада, что люди вы собрались. Начинаете понимать, что нужно объединяться. Много слов здесь сказали. И о том, что Ильдар, если бы из таких людей делать гвозди, не было бы крепче в мире гвоздей. Всегда отзывчивый. Запутался, заволновался. Вот. Много говорить не буду. Активнее, ребята, пожалуйста. Активнее. Помогайте Зеленую Читу. Помогайте своему Баймаку. Нашу природу никто не защитит, кроме простого народа. Да, помощь сверху идет. Да, законы начинают переписывать. Да, Роспотребнадзор, Природнадзор начинает помогать. Но помогают только тем, кто сам себе помогает. Куштау помогло себе, люди собрались, пришли 10, 20, 100, а потом пришли 10 тысяч. Точно так же, Баймак. Активней, пожалуйста. То есть наша башкирская власть в данный момент, представители власти, не власть, представители власти, помогать нам пока не хотят. Ишимбай, Стерлитамак развозили нам повестки. Не боимся! Приехали! И еще раз напоминаю.
напоминаю правоохранительным органам. Конституционное право на мирные сходы, митинги, пикетирование, на мирные, там, где предлагается конструктив. Да, те, которые предлагают что-то сломать, там уже разбирайтесь с ними сами. А мирные сходы не под запретом. Народ вам это, правоохранительные органы, не позволит. В данный момент ни одного полицейского нету. И вы видите здесь порядок. Просто порядок. Народ умеет наводить порядок. И очень странно, почему не приехали представители с Курултая, с правительства. Ну, один, понятно, в Дубаях отдыхает, заработался. А где другие, не знаю. Ну и еще раз большое спасибо за то, что собрались, отзывчивые. Все вы уже друзья стали. Большое спасибо. До свидания. Слово представляется Рамису. Произошедшего. Всего прочего. Это также удар всем нам. Это равнодушным людям. Это удар по мирных людей. Все это происходящее. Помимо этого, в интернете начались активные бурные обсуждения. Были такие высказывания, то что не надо к нам приезжать, мы здесь сами у себя разберемся. Но опять же, встречали как-то отталкиваться. На это и нацелено, нас разделяют. У нас между нами все чаще и чаще появляются разногласия, подозрения. Но этого и добиваются. Давайте мы не будем друг друга отталкивать. Здравствуйте, уважаемые граждане Республики Башкортостан. Я занимаюсь общественностью 10 лет. За эти 10 лет, вот именно мы, как вот организация Башкорт, которая сегодня признана экстремистской организацией, подвергались многочисленным давлениям, нас задерживали, арестовывали, штрафы накладывали, заводили уголовные дела, да, давили. Но то, что происходит сегодня с первого, я считаю, вообще это ни в какие рамки не лезет. Сегодня начался самый настоящий беспредел. Буквально за 3 года многочисленные наши общественники, вне зависимости от их национальности, это были и русские, и татары, и башкиры, подвергались различному давлению, нападению, подлому. Руслану Нурдинову сожгли машину. Нашли исполнителей, но заказчиков не нашли. Обливались машины краской. И даже такие подлые поступки, как вот Лилии Чанышевой, ихний офис заклеивали клеем замочную скважину, вот даже такие подлые поступки делали. Расклеивались какие-то компрометирующие объявления. Сейчас тоже там объявления, да, вот я говорю только что, объявления всякие. Сегодня вообще они дошли уже до предела. Дошли до предела. То, что начали избивать людей. Открыто избивать. Вот это пришли провокаторы. Эти провокаторы всегда защиты. Когда был Куштау, эти провокаторы здесь ходили там, да? Людей, обычных людей, женщин. Сюда они пришли для того, чтобы сказать слово свое, а для того, чтобы испортить там сход, чтобы вас... Вот зачем они сюда пришли. И это началось при Хабирове, еще раз повторяю. Именно при нем. Почему это делается? Потому что правильно сказали здесь, то, что у нас продали все, что можно. Не осталось, которые нам принадлежат. У нас осталось что? У нас осталась только земля наша. Наша земля осталась. И эта земля богатая, природными ископаемыми, природными ресурсами богатая. Именно поэтому они хотят отсюда выкачать все, что вам можно, и продать. Они здесь не живут. Они живут там.
во Франции, их дети там учатся, правильно сказали. Они здесь зарабатывают. Я считаю, что вот это подлое нападение на Ильдара Юмагулова, это действительно попытка запугать. У нас предстоит впереди, как мы уже слышали, да, что власти не отказались от попытки разработать Кракатау. Они там предлагают что-то там, референдум, с жителями поговорить. Но одновременно они что делают? Они пытаются наших общественников запугать, убрать с пути самых активных, самых упертых. Вот что они хотят сделать. Именно в этом случае это и показывает. Но нас запугать можно, нет? Нет! Правильно, нас народ Республики Башкортостан, многонациональный народ. Поэтому сейчас самое главное, вот этот вот случай по максимуму распространить, по максимуму разослать во все инстанции, что здесь происходит, что здесь творится. Мы здесь хозяева, мы здесь народ хозяева. Спасибо большое. Уважаемые работники правоохранительных органов, наведите, пожалуйста, порядок на нашем сходе. А где они? А? Где наши правоохранительные органы? Уберите провокаторов с нашего схода. Так, дальше все, продолжаем. Слово предоставляется Бекужину Наилю, общественный деятель Сибай, Партбуре. Здравствуйте. Попроще. Погромче. 21-го все слышали выступление президента Российской Федерации. А что происходит этому посланию президента? Наш Лавров летал в Пекин и приехал ни с чем, не договорился. Никакого военного союза с Китаем нет. Китай послал Россию, он ее давно послал. Шелковый путь, который сейчас по пути, он миновал Казахстан и Россию. Россия и Казахстан – это сегодня территория добычи, которые будут делить между собой те государства, которые выбились. И вот сегодня шелковый путь проходит по территории с Китая, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. И в Туркменистане одна ветка идет вот в Персидское, в Аравийское море по Ирану. Вторая идет, огибает Турцию, выходит в Средиземное море. Потому что американцы контролируют Малакский пролив. И чтобы миновать вот этот Персидский пролив, на юг ветку будут тянуть иранцы. И вот Иран сегодня делит шелковый путь. Кто будет контролировать? Иран, Турция. И региональной державой становится Узбекистан. Россия, Казахстан сегодня, вот как вот сегодня сложилась ситуация, нет будущего. Нас списали вообще с этих процессов. И исходя из этого, все тянули с посланием президента. И что я услышал на послании президента? Президент собрал вот эту всю свою шоблу, как я их иначе назвать нельзя, вот эту всю криминальную шоблу, и он им сказал: я с вами, я вам помогу, будут вам деньги, все. Губернаторы, которые занимали денег в коммерческих банках, я, говорит, вам крою вот эту разницу коммерческую банков и ваших в государственные кредиты. Регионы, которые не занимали, ну ладно, мы вам тоже каких-нибудь там печенек дадим. Народу, чтобы успокоить, мы детям там по 10 тысяч перед выборами. Он сказал:
криминалу. Вы меня не бросаете, и я вас не брошу. И послали. Сегодня, на сегодняшний день, как я вижу, в России нету власти. Никакой власти нету, и сейчас вот начнутся вот эти всякие нехорошие процессы. Никто, сегодня даже правоохранителей здесь нету, и скоро их вообще не будет. Потому что они все в прострации. Не знают, кто хозяин в стране. Хозяина нету, и правителя больше нету. Вот что надо понять. А мы здесь, башқұрттар, бурыты құмынан. Яй башлану, блядь, біз мында ейілдік, күреш алдына. Бізде алда күреш күте мына биыл. Урал Сагитов, общественник, экозащитник, город Баймак. Многое знаете, я вас всех. Хотя тут из Башкирии самой много. Оказывается, мы со всеми дружим. Эта дружба, значит, Бердамлек, те показали Куштау. Вот Куштау мы встретили. И башкир, и мордва, и русские, все национальности. Вот нам понравилось. И как стихи, сейчас почитаешь, может быть, Бердамлек. И скажу я вам что, начнем с Таналыка. Таналык начали мы уже год-два тому назад. Вот это, и разобрались, написали органы и ФСБ, и правоответов, и отписок было. И сейчас идет нам отписки много-много. Но все-таки силовые структуры взялись 500 миллионов рублей, они вышли за пределы этого. И получилось так. Штраф заплатили миллион 20 рублей. Штраф. Миллионов заработать и штраф платить. Видите, как получается у нас? Это, а ведь кто-то знал здесь. Власть, я не знал. И кто-то, все знали, и Сидиков, они продали вот эту землю. А сейчас они, как говорят, вот надо бы, а вот надо было вот этих людей судить. И всякие надзорные органы, которые в Сибае, вот этот, она же промолчала, по фамилии не могу сказать, но вы все поняли. Эти же люди стоят и говорят, вот надо делать это, да, делать. Также у нас очистное сооружение Баймака. Вот Таналык идет уже, КНС-1 выбрасывает на заводской пруд местами. В марте месяце кинул КНС-2. Почти месяц. Да, нам звонят, мы снимаем. Потом взяли городской главу, пошли туда. Он говорит, извини, на видео снял и дал команду. А ведь текло. Хотите, я... Вооружение. Как там Баймак, на очистного текет на Таналык. Это страшно. У нас проблем много, ой много, ой. И вот спасибо всем, что вы собрались здесь. У нас общая проблема. И вот ребята стоят, я их понимаю, конечно, но у них мысли другие. Они
как вы понимаете, они оттуда люди, которые должны делать эти. Мы работаем бесплатно. И самое главное, молодцы, все вы собрались. И еще одну, после этой, вот сегодня будет большой флешмоб. Это флешмоб было в Торатау в 17 году, Куштауэ в 20 году, Карктатау было. Этот же флаг, 4-километровый флаг, все видели. Мы здесь протянем, ну, 4 километра. А сколько есть люди, сколько мы возьмемся за флаг и скажем свое слово. Спасибо. Так, слово представляется депутату Верховного Совета РСФСР, такое есть, Ардеева Сания Филюровна. Добрый день, да. Я первый раз на таком общественном мероприятии, да, потому что как депутат я на самом деле подскажу, да, ваши авторитеты у нас больше даже от руля голову не поднимает. А ведь год назад еще было, когда они останавливали автобусы и говорили, если кто без маски, останавливаем, ждем, пока полиция не приедет. Этот Роспотребнадзор, вы собираетесь ходить, да? А мы им уже давно по башке надавали, Степана у нас по Башкирии, да, и сказали, так, если не появятся памятки о том, что вы не имеете права ходить и штрафовать, да, то лично ты по советским законам, что называется, пойдешь. И все, с тех пор ни один сотрудник Роспотребнадзора по магазинам, разным предприятиям не ходит. Вот, поэтому я сказал, мы тихо, мирно работаем, но результативно, не просто там что-то, а результативно. Вот, и мне очень понравилось, да, что вы сказали, что вот, не понравилось, вернее, по-другому скажу, что вы заметили, что другие страны вот так относятся, да, не хотят там с нами сотрудничать. Давайте я разграничу. Они не хотят сотрудничать не с нами, а вот этой с фирмой еврейской, которая называется РФ. На самом деле они все ждут, когда СССР вернется. А вот тогда пойдет. Давайте я вам оптимистично скажу. СССР власть вернется буквально к осени. Да? Давайте, вот вы говорили, агрокомплексы. У нас будут агрокомплексы, поля будут, что называется, на ура. Скотину будут раздавать бесплатно. Да? То есть я вас оптимистично. Работа будет у всех, работы будет море, потому что страну восстанавливать надо. Но у страны есть деньги, и бешеные деньги, да, будем так вот даже говорить, да, и поэтому на все это деньги будут. Поэтому просто 2-3 месяца, ну, вернее, до осени, надо, что называется, продержаться. Все будет хорошо. А сегодня я поддержку, то, что мы советские граждане, у нас советские законы, потому что когда я в Уфе судьям или кому пишу по советским законам, от меня как семечки все отскакивают. И все мои проблемы, они мне, конечно, так не докладывают, но я по результату вижу, они все выполняют. Да? Поэтому я сегодня тоже привезла советские законы, наш советский гражданский кодекс земельный, кодекс водный, кодекс воздушный, кодекс горный, да, и кодекс здравоохранения. То, что эти статьи, ну, если предъявить, сказать, что вот, не выполняете то, не выполняете то. Вот я думаю, что результат будет дорогой. Так что оптимистично настраиваюсь, скоро все будет хорошо. Дали надежду людям. Так, слово представляется мне. Общественный деятель, консультант Любовь Наслаева. Я, как женщина, башкирка, живущая здесь, в Республике Башкортостан, хочу замолвить слово о башкирке, патриот, который сидит сейчас в тюрьме. Это Рамиля Саитова. В Башкортостане среди башкир женщина всегда пользовалась уважением. Она оберегалась, она ценилась. Она никогда не была рабыней, потому что у нас мужчины башкиры воевали, и все хозяйство держалось на женщинах. Женщины с мужчинами даже ходили на войну в 1812 году и были награждены этими медалями. Сейчас у нас получилось так, что наша женщина-башкирка посажена в тюрьму. 2 месяца. Высказалась она, конечно, о
другой национальности, которой стало много у нас в Башкортостане. Ей было обидно за наших мужчин. Почему не только башкиры, но и другие проживают на республике, недостойно заниматься в правительстве и быть представителями. Кругом сидят Давыдян, Мирзаян и так далее, и так далее. Приводят откуда-то из другого государства. Это другие государства. Это наша республика, и я думаю, что здесь должны сидеть. У нас тоже их немало. И за это ее, ладно, не понравилось, обвинили в экстремизме, национализме, посадили. Она отработала свое наказание, 2 месяца она отсидела. Теперь, вначале же отсидела на 2 месяца. Мне недавно сказали одну чудовищную вещь, которую я не поверила, о том, что Рамиля Саидова была изнасилована в тюрьме. Сказали, ее изнасиловали во все дырки и закрыли в психушку. Я в это не поверила, это слишком чудовищно. Я знаю, что вот нашу передачу будут смотреть тысячи людей. Я хочу привлечь внимание общественности вот к этой ситуации с Рамилей Саидовой. Почему мужчины при власти, при оружии борются со слабой женщиной? Пусть у нее другие идеологические взгляды. Но почему нужно так зверски, так изощренно издеваться над ней? Насиловать, доводя ее до сумасшествия. Они убить ее не могут. Они доводят таким образом ее до сумасшествия. Дурочка, с чего с нее возьмешь потом? Я в это не поверила и не хотела нигде говорить. Но я вчера посмотрела вечером выступление Фарита Рахматуллина, где он рассказывает об этом же на весь мир. Понимаете? Представьте, где наши женщины, которые сидят в Курултае, где наши женщины, которые сидят в Совете по правам человека, где союз башкирских женщин, где Ак и Найлер в каждом районе, которые поют и пляшут, молодцы. Но права женщин нужно ведь соблюдать. Права женщин, тем более башкирка в Башкортостане, закрыта в тюрьме и насилуется, доводя ее до этого сумасшествия. Поэтому я предлагаю обратить внимание всей общественности на положение Рамили Саидовой, создать женское движение. Женщины, если наши мужчины не могут нас защитить, давайте мы сами организуемся. Организуем движение в защиту Рамили Саидовой. Потребуем от правоохранительных органов, от властных структур расследование этого дела. Поставьте на место вашу мать, вашу сестру. Поставьте на место ваших дочерей. Поставьте себя. Да, она не права. Она чему-то не понравилась, Хабирову, Путину не понравилась. И что теперь? Они добиваются правосудия изнасилованием. Нам они говорят, мы защищаем Конституцию Российской Федерации. Защита законов Российской Федерации изнасилованием этой женщины. Что добивается? Да. Что за низость? Позор. Что теперь? Я требую довести это до всей общественности. Пусть это все покрывается Хабировым, это покрывается все Советом по правам жены. Пусть знают их родственники, что они таким образом доводят до самоубийства женщину. Это вообще кощунство, беспредел какой-то. Это дно. Конечно, они же все в курсе в этом. Они не могут ее убить. Да, мы это все сделаем. Все, образуем, организуем женское движение. Так, слово представляет Ильхаму Янпергину. Ассаляму алейкум, милляташтар! У меня только один вопрос на всех, кто нас смотрит, кто сейчас присутствует, спасибо, что пришли. Один вопрос. Сколько активистов должны пострадать, чтобы вы поняли, что не надо молчать, не надо бояться высказывать свое недовольство. Записывайте, говорите. И то, что это Ильдар побили, это конкретный факт устрашения. По приходу это позор на правительство, которое в данный момент все знают. Все
все началось, весь беспредел. Что помнит? Все помнят. В прошлом году отбили крестутов, отбили. И в этом году начинается противодействие против крестутов. И вот эта акция, которую они провели, это всего против вот этого, чтобы факт устрашения. Давайте не будем бояться все. Станем дружно. Тогда и сейчас соберемся, и в будущий раз соберемся. Будем все вместе. Не зря говорят, вместе мы сила. Давайте покажем свою силу. Потому что они боятся, когда все собираются в одну кучу и высказывают свое недовольство. Не надо бояться всего вот этого произвола, который они учинили. Они довели до этого. Почему они так делают? Почему не ищут, если ищут? Почему до сих пор не наказаны? Когда все это закончится? Найдут и вообще их. Даже раз не видите. Я вас очень прошу, если как только что-нибудь произойдет, соберемся так же, как сейчас. И не будем бояться. Станем все дружно, все вместе. Не надо терпеть этого всего произвола. Копают везде. Не надо давать копать. Уверенда, уверен хуже. 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 Даже вот, скажем, вчера они проводили вот мирный сход, да, вот. Кто об этом знал? Никто не знал об этом. Никто не знал об этом. Тогда почему сейчас нету вчерашнего представителя, который приезжал? Где он сейчас? Они устроили между собойчик и все. Не так, что ли? Все правильно. Почему сейчас они не выходят, не говорят тогда? Деньги отмывали. Вот именно, вещи отрабатывать хотят. Почему он вчера пришел один втихаря, а сейчас его нету? Вопрос один. Они боятся народа, боятся нашей силы. Даже вот скажем, буквально час назад был дождь, да? А что какая природа? Она радуется нам. Радуется, что мы все вместе. Вместе мы сила. Ура! Слово предоставляется Ашурбаеву Азамату для зачтения резолюции сегодняшнего схода. Резолюция схода граждан 25 апреля 2021. Первое. Требуем от силовых структур тщательного расследования преступления, совершенного по отношению к общественному деятелю и активисту Ильдару Шамиловичу Юмагулову. Второе. Требуем от администрации главы Республики Башкортостан и от главы Республики Башкортостан Хабирова Радия Фаридовича прекратить преследование защитников Куштау, общественников и активистов республики. Требуем непредвзятого расследования и скорейшего освобождения всех политзаключенных, необоснованно признанных экстремистами. Айрата Дильмухаметова, общественного деятеля, Рамили Саитова, общественного деятеля, кандидата в мэры города Уфы. Защитников Куштау, Рустама Аманова, Марата Шаруфудинова, Раиля Абкадирова, Ильнура Канисарова. Четвертое. Прекратить необоснованное преследование членов бывшей общественной организации «Башкорт», истинных патриотов башкирского народа. Записали. Обращаемся к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. По Конституции Российской Федерации земля и недра принадлежат народу. Требуем вернуть землю и ее недра народу страны, национализируем горнодобывающую промышленность, чтобы природные богатства нашей страны приносили пользу нашему народу и нашему государству, а не уходили олигархам за рубеж. Пятое. Обращаемся к прокуратуре и силовым структурам Баймакского района и Республики Башкортостан. Выявить и привлечь к ответственности виновных по всем эпизодам расхищения природных богатств и нарушения норм экологического законодательства ООО «Таналык», ООО «Градская», ООО «Султановская», ООО «Семеновский рудник», горно-камнедобывающей карьеры села Тимясово. Требуем, шестое, требуем провести расследование причины неработающего состояния очистных сооружений города Баймак, расследовать нецелевое использование бюджетных средств при строительстве очистных сооружений, выявить виновных этого экономического преступления и привлечь к ответственности. Так. Все. Кто за принятие данной резолюции? Поднимите руки. Видеосъемка. Снимаем.
Флешмоб, так будем. Флаги будем тянуть, вот как масштабы тянули, и на это, как волна. Флаг Башкортостана. Какая длина этого флага? Это длина вокруг горы Туратау. Это в 2017 году, в 2017 году тянули. Потом в Куштау был этот флаг. В этом Картау было. И сейчас в Баймаке. Второй раз. Считайте завершенным. Время. Не надо. Я пока прямая трансляция еще идет. Я не выключаю. Вообще Ярмай, исмы кем был? Ильнар был. Альберт, вы ближе. Что это было? Я машам. Нет, алтары болды енді. Были какие-то требования, так? Режим написаться. Нет, спокойно, здорово, не было, я алмай. Я тарелку. Давайте, говори. Идет, нет. Ну что, где ваш председатель?
Аттан басығыз, тұтап көріңіз.
коротенько для Ильдара. Для Ильдара? Ну, скорейшего выздоровления, конечно. Мы с тобой, Ильдар! Ильдар, друг мой, мы за тебя! Ильдар, выздоравливай, давай быстрее и в бой. Ильдар, мы с тобой. Ильдар, бірге! Ауыпсың! Ембізге кірі! Здоровье, Ильдар ағай, берешме, нық бол! Ильдар, выздоравливай. Ильдар ағай, босман! Ильдар, саулық тілейін, сәлеметтік тілейін. Ильдар, выздоравливай. Ильдар ағай, берешме! Ильдар ағай, берешме! Алдық тілейін! Здоровья. Ильдар, выздоравливай. Здоровья! Давай я Ильдар скажу. Ильдар, друг, запомни, мы тебя не оставим. Мы природу будем отстаивать. То, что тебя избили, это только люди должны проснуться, понять, что надо объединяться вместе и защищать свою природу. Если мы не будем защищать свою природу, наши потомки нам не простят это. Говорил с тобой, и мы знаем, что ты с нами. Дело продолжается. Без берега. Ты не один, Ильдар. Ильдар, ты был хирен мрат. Ты? Ильдар, мы с тобой! Больное место это квартира, конечно. И, ну, секунду, вот.